Приветствую всех в очередной раз на нашем шоу Серого Кота. Итак, если у вас еще остались какие-то сомнения о том, что в Беларуси нет никакой демократии и свободы, то сегодня они точно у вас развеются. В общем, никаких лишних комментариев. Просто посмотрите, что происходило 3 июля около 13:00 возле метро Парк Челюскинцев. Николай Статкевич наметил там свою акцию освобождения из солидарности, на которую, к сожалению, по факту пришло, может быть, человек 20. Погода тоже не сложилась. Был ужасный дождь, который постоянно то усиливался, то немножко ослабевал, но снимать было очень и очень некомфортно. Собственно, что тут говорить? Не то что участников, так даже и журналистов было очень и очень мало. Однако милиции было достаточно, как и всегда. Ну его взяли, 20, взяли, Сейчас и мы я не простоим. Вон тут с кем-то. Вон еще кого-то потянуть. Да, тут это же белорусская действительность. Скоро у вас так будет, или у вас уже будет так. Ну, Лукашенко сидели на улице, никого не хватает. Максима Винярского взяли, вы бачили? Максима Винярского. Переопранув супрацовник. Расповедите, на что вы различаєте? Чи думаєте, що тут збереться шмат людей і що вже було? Ви бачите, какое ще отравление болезни? Назиральников тут затримливали. Значит, только что на моих очах затримали вядомого активиста Европейской Беларуси Максима Винярского, переопранутих супрацовників міліції, за роки захопили досягнули мінівен. Ну, зараз підходить народ. Я думаю, он бежит, что у меня сколько акция солидарности Миколу Статкевича вже так само затримали, коли його вдома. Ці друзі, кому на ваші виховані визначали акцію? Я думаю, зайдут. Я, например, готов выступить, когда потребно отзначить эту акцию Прабовой. Олеся Прабова, кандидатор Белорусского национального конгрессу в регионе молодежь. Дякую велике, ось бачу, що Чому потрібна сьогодні акція? координатори з Белорусского национального конгрессу готові взяти на себе новые, все новое додаются. Распочатые брудные криминальные справы с активистами функционеров незалежного профсоюза, РЭП, Республиканского профсоюза работников электричной промысловости, Супрацьпомника, Федынича. Ну и мы хотим так само узгадать про вызволение Минского а не своим контрактом. В окулярах такие, да? И свои акценты. Да, так мы стоим в центре зараз. Так, это мы Ольга Перехопила, мы хотели на страницу. Даже я Минской областной организации ВСТП и координатор
Белорусского национального конгресса региона молодежной это справа громадянской фонда. Мы взяли курс на то, чтобы копить у улады усі свята, яка на святкує. У режима забрать усі свята. Мы по-своему трактуем День вызволения Минска 3 липня. И мы нагадываем сегодняшняя акция обоснования и притеснения в нашей стране. Додаются все новые и новые телевизоры, незалежные профсоюзы, комплекс подарков, подарки вынесут тех, распечата трудная справа. Ну, люди подтягиваются. Режим спробует запанукать. Вы ведаете, что Миколу Ставкевича затримали, перехопили на шляху до акції. Есть информация, что інших активістів так само перехоплюють. Але люди підтягуються. Ось уже бачите, солювально-технічне об'єднання. Уже мобілізуюча музика грає від наших установок. Це питання ще буде вирішатися колегіально на Раді Білоруського національного конгресу. Я член Ради, Олеся Абрамович, координатор Ради ВНК у регіоні молодечних. Олеся Абрамович, координатор Ради Белорусского национального конгресса в регионе молодечных. Задерживали буквально всех, кто только показывал, что он собирается участвовать. Кто-то доставал цветы, плакаты, их сразу же задерживали, паковали и увозили на автозаках или даже на гражданских автобусах. Гитлер капут! Гитлер капут! Гитлер капут! Смерть фашизму! Живе Беларусь! Вся милиция, все сотрудники были без формы и выглядели, ну, просто, ну, как бандиты. И вели себя соответствующим образом тоже. Буквально через каких-нибудь 10-15 минут после начала и так малочисленная акция была практически разогнана. То есть после того, как упаковали людей с цветами, с плакатами, остались почти только одни журналисты, и то даже за них брались. Акция, можно сказать, не состоялась как таковая. Поэтому я даже не стал ждать завершения. И уже минут где-то в 15 второго я оттуда ушел. Возможно, я и пропустил какие-то еще интересные моменты, но я думаю, что навряд ли. Ну, в принципе, больше особо сказать тут нечего. Смотрите стрим на эту тему, в котором мы поговорим о событиях 3 июля более подробно. А на этом видео считаю завершенным.
Смотрите новые выпуски Серого Кота, подписывайтесь на наш канал, на наш стрим-канал, на котором теперь проходят все стримы. И, конечно же, вступайте в группу в Телеграме и в Дискорде для того, чтобы пообщаться вживую. С вами был Серый Кот. До следующих выпусков. Свидетели